Сабанс Хайруловсон, Сайгасирижев. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодняшний день мы, конечно же, начнем с хорошего настроения, постараемся вам его создать. Сегодня у нас в гостях утренней программы талантливый молодой человек, прекрасный музыкант, артист балета Гагаузского ансамбля песни и танца «Дюзова» Владимир Щеголев. Sabah hayır olsun Vladimir. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, şükür sizi gördük, sizi sevindik. Teşekkür ederim ben de. Vladimir Türkiye'den, Dilçok'tan geldi ana toprağına. Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğrenir. Ondan selamladım Gagavuş'a ama ilerleyeceğiz programımızı Rus dilinde. Birazcık Vladimir'e ta zorca ama sanırım biraz zamandan sonra geleceğin Türkiye'den tabii ki bize ilerleyeceğiz Türk dilinde. Владимир, учеба в Камрадской музыкальной школе. 6 лет вы занимаетесь, Да. закончили ее, получаете 2 диплома по 2 предметам по классу скрипка и фортепиано. Также параллельно вы изучаете азы хореографии. Вот, работаете в ансамбле песни и танца «Дюзова» танцором. И затем колледж имени Штефана Няги в Кишиневе и вот в университет в Анкаре. К истории теории музыки, которую вы с увлечением изучали в музыкальной школе Камрад, а затем в колледже, вы относились и относитесь серьезно, об этом вы говорили в одном из интервью. Стало ли это мотивом или стартом для того, чтобы продолжить обучение в Турции именно в этом направлении? Конечно, это в первую очередь продолжение моего становления как профессионального музыканта. Конечно, в музыкальной школе основополагающей ориентировкой была всегда игра на инструменте, то есть фортепиано и скрипка. Но, конечно, все ученики Камрадской музыкальной школы и вообще музыкальных школ в целом изучают азы элементарной теории музыки. Я же всегда на уроках сольфеджио просто терялся. Меня было очень сложно вывести из кабинета. Ивану Васильевичу Люленову за это большое спасибо. Он продолжает до сих пор вкладывать и передавать свои знания и помогает мне всегда развиваться как музыковед уже, то есть не только как исполнитель, но и как музыковед в целом. В дальнейшем в колледже представилась возможность выбрать теорию музыки как основную специальность, то есть игра на инструменте ушла на второй план, и на первый план вышел музыкальный анализ, то есть поиск взаимосвязей. Если сказать просто, музыковедение – это в первую очередь поиск взаимосвязей. То есть какими эффектами композиторы добиваются максимального эффекта и почему мы постоянно возвращаемся к прослушиванию их произведений. То есть так вот скромно это то, чем занимается музыковедение. Ну, сольфеджио – это один из самых сложных предметов, от которого, по секрету скажу, сбегают, по-моему, практически все ученики, очень многие, да? Но это тот предмет, без которого невозможно. Это как сложнейшая математика, формулы, да? И невозможно дальнейшее развитие без этого предмета. Но, тем не менее, вы его каким-то образом полюбили. Абсолютно верно. И из своего собственного опыта преподавания сольфеджио и музыкальной литературы. Да, вы преподаватель в музыкальной школе в нашей Камрадской. Да, мне посчастливилось притронуться к своей специальности еще и в плане профессии, что очень хорошо, поработать с детьми, потому что с детьми, как всегда, сложнее всего. То есть основная цель педагога, я думаю, что в любом предмете это в первую очередь заинтересовать ученика. Если ты потерял внимание ученика, он никогда не выучит твой предмет. И изначально моя цель была создать дружеские отношения, дать понять ученикам, что я здесь не для того, чтобы чему-то их научить, а в первую очередь, чтобы им было интересно. То есть не просто объяснять, а дай им это сыграть. Ведь все, что мы учим, должно звучать, музыка должна звучать. Если музыка не звучит, у нее нет ценности. Вот. Поэтому мне всегда было интересно, мои педагоги всегда умели меня заинтересовать. И, как сказала Наталья Георгиевна, по-моему, была одна передача про меня еще вот таким вот маленьким, и Наталья Георгиевна сказала, вот если у него горят глаза, он сделает все, что угодно. У тебя горят глаза всегда, за что бы ты ни брался, и довольно-таки успешно, результативно. Ну, на самом деле, ну, скажем, может быть, неправильное слово «заставить» или увлечь ребенка полюбить столь сложнейший предмет, это дорогого стоит, это на самом деле нужно знать и психологию ребенка, и тем самым и безумно любить этот предмет и вовлечь ребенка вот в полноценный мир музыки. Абсолютно с вами согласен, потому что на плечах учителей
всегда лежит очень большая ответственность. Потому что талант нужно направлять. Потому что человек, как правило, сущность разносторонняя. И он может заниматься чем угодно. Но главное, чтобы у него был интерес, чтобы у него была заинтересованность. Когда есть заинтересованность, ты начинаешь углубляться, 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 и именно в этот момент должен войти в твою жизнь учитель, который поможет направить всю твою энергию, весь твой этот юношеский импульс в правильное направление. С чем, я считаю, мои учителя справились на очень хорошем уровне. И ты справился на высочайшем уровне. Почему дальнейшее обучение в Турции в том же направлении, музыковедение, в том же направлении, но вы выбираете Турцию? Вам ближе восточная культура? Вообще, начиная с музыкальной школы и в последующем обучении в колледже, мы растем и развиваемся в мировой культуре, то есть европейская музыка. Мы проходим от Баха до Шостаковича. То есть мы проходим очень много разных течений, и все эти течения принадлежат европейским странам. Турция для меня лично всегда была какой-то загадкой, что касается ее музыкальной культуры, потому что, честно сказать, на уроках музыкальной литературы в колледже мы к ней не притрагивались. Хотя Турция обладает очень богатой палитрой музыкального мира, если это правильное выражение, и сам принцип, вот эти вот тонкости, которые специфически только для турецкой музыки. И вы никогда их не встретите в европейской музыке. И если мы возьмем и отклонимся к творчеству «Могучей кучки», это композиторы, русские композиторы, они старались в своем творчестве передать вот эти вот тонкие нотки турецкой музыки. И мне очень интересно было бы изучить и постараться применить эти самые принципы, эти самые звуки, может быть, в своем творчестве, может быть, в дальнейшем передать эти знания, потому что знание существует для того, чтобы оно передавалось. Но обязательно здесь да, хотелось бы здесь абсолютно, на родину, конечно, здесь конечно, работать. потому что наш край обладает, просто, я не могу даже подобрать слов, каким огромным потенциалом, и со всеми детьми, вот даже в музыкальной школе, сколько я вот с ними общался, не берем музыкальные темы, но все, даже 7 лет, зато какие мысли. Вот. И если смочь вот раскрыть вот эти вот маленькие порывы, я считаю, что будущее очень большое, очень большим может быть. Только, конечно, для этого нужны подходящие условия. И одно из них, конечно, это дипломированные, образованные специалисты. Люди, профессионалы своего дела. Мы с мамой постоянно об этом говорим, что будущее за профессионалами. И в дальнейшем, конечно, внести свой вклад в развитие нашей гагаузской культуры, вклад в следующие поколения. Потому что дети – наше будущее, хотя я и сам ребенок, но уже отдаленно я начинаю понимать, что не всегда нужно думать сегодняшним днем, нужно думать наперед, что будет после тебя. Потому что мы не вечны, мы уйдем когда-нибудь все. И те, кто останутся после нас, уже за ними будет стоять будущее нашей автономии в данном случае, а может быть и будущее нашей страны, нашей культуры в целом. Но благодаря таким профессионалам, которые у нас есть на сегодняшний день, это и педагоги музыкальной школы, и университета, и колледжа, у нас сейчас очень достаточно большое количество профессиональных музыкантов, и это опять же благодаря основоположникам, скажем, да, вот людей, которые работают очень много лет в музыкальной школе и которые делятся своим опытом молодежью и продвигают молодежь. Да. Владимир, не знаю гагаузского языка, турецкого языка. Я понимаю, что адаптироваться очень сложно. Какие были первые шаги, как это все начиналось и как это все, вот этот процесс учебный. То есть я понимаю, что год обучения, он был, да, цели были направлены для изучения, да, и адаптирования в той стране. Да, значит, я поступил по стипендиальной программе, стипендии Турции.
И без знания языка ты не можешь начать обучение. Логично, ты не будешь понимать, о чем идет речь. Поэтому программа предлагает подготовительный курс турецкого языка. То есть люди, которые учат языки, знают, что есть разные уровни. А1, Б1, С1 и так далее. Наша цель была выучить язык на уровне С1. То есть это максимально близко к знанию в полной мере языка. То есть ты можешь, во-первых, гүнлүк конушма, да, ежедневное общение, ты можешь себя выразить, ты можешь написать то, что ты думаешь. В этом плане, конечно, адаптация была, не скажу, что сложной, но надо было поработать. Талантливому человеку ничего сложного не дается. Да, здесь маленькая И ремарочка. трудолюбивому. Да, маленькая ремарочка здесь. Во-первых, поддержка. Поддержка со стороны родителей, но немаловажна была поддержка моего дяди Семы Стаматова. Он проживает в Анкаре. Известного гагаузского художника, Да, который художник, много лет живет в Турции. Да. Потрясающий человек. Я ему очень за многое благодарен. Благодарен Светлане Стаматовой, моей тете, его жене. Я с ней очень много беседовал, с дядей Семой очень много беседовал. Все-таки другая страна, другая культура, другой менталитет. Темы, которые мы можем обсуждать здесь, может быть, они не совсем удачно будут применены там. То есть, и один из самых важных уроков, который я лично для себя усвоил, перед тем, как что-то говорить, очень хорошо подумай, что ты хочешь сказать и как ты это хочешь сказать. И как это произнести. Да, потому что одну вещь можно сказать несколькими способами, и так, как ты скажешь, она так и будет воспринята тем, кому ты это скажешь. Конечно. Особенно на любом языке мира, Да. если одну и ту же фразу можно произнести по-разному и поощрить человека, и обидеть, и возвысить, и так далее. Именно. Поэтому, что касается поддержки, у меня всегда за спиной столбами просто стояли дядя с тетей. Я это говорил, и еще скажу не раз, они для меня стали в Турции вторыми мамой с папой. Потому что я живу у них, я до сих пор. И всегда, когда у меня были какие-то проблемы, я всегда обращался к ним. То есть не звонить маме с папой, вот мама там вот такое-то, такое-то случилось, нет. Вот есть дядя с тетей, сейчас здесь, они тебе могут помочь. И еще раз спасибо большое, потому что всякий раз, когда была какая-то проблема, какая-то непонятка, дядя Сема все оставлял и все внимание переводил на меня. Я понимаю, насколько это может быть накладно, ввиду того, что это же семья, и я гость все-таки. Но даже несмотря на это, они приняли меня как родного и никогда не скупились на советы, на какие-то напутствия. Вот, за что им очень-очень большое спасибо. Даже вот сейчас такая маленькая ремарочка еще одна. Я перед отъездом не хотел брать слишком много с собой вещей, но тетя говорит, возьми с собой хотя бы что-нибудь. Может быть, тебе что-то надо будет одеть. Вот, пожалуйста. Все, что она мне сказала, я все взял. Поэтому, тетя Света, вы как в воду глядели. И замечательно творческие люди чувствуют друг друга и еще больше взаимодействуют. И здорово, что вот есть такая поддержка. И вот люди могут и направить, и подсказать, и более того, еще и общаться. Я понимаю, что они, я думаю, что принципиально говорят с тобой на турецком, чтобы ты быстрее адаптировался. Я права? Или... Да, на самом деле мое обучение турецкому... Ну, это во благо, то есть... Конечно. Да. На самом деле обучение турецкому началось еще в дороге. Я вместе с ними уехал из Камрата в Турцию. И уже по дороге я их спрашивал, вот там, вот это слово, а это как сказать, а здесь что? И вот первые вот эти азы были с ними. И один очень интересный эпизод. Мы с дядей приехали в Тёмер. Тёмер – это Türkçe Öğretim Merkezi, где нам преподавали язык, чтобы записаться. Мы заходим в отдел кадров. Мераба, на этом мой турецкий закончился. И говорит дядя. Он общается, и женщина ему отвечает. Я его постоянно... Не demek istedi. Что это такое? Вот. И он мне говорил, потом мы сели заполнять формуляр. И там написано, kadın erkek cinsiyet, пол. Вот. Дядя смотрит, говорит, erkek misin?
То есть, да, настолько вот много работы нужно было проделать, чтобы впоследствии уже я мог снять с него эту ответственность, со мной постоянно ходить и постоянно за меня говорить, и постепенно применять это к себе, потому что язык нужно применять. Да, ты можешь учить правила, ты можешь учить грамматику, но если ты ее не применяешь, ты никогда ее не выучишь. С ошибками, где-то, может быть, ты дольше будешь думать, но впоследствии это все окупается и выливается в то, что люди начинают тебя понимать. В этом плане, когда ты в другой стране, без знания языка, для тебя все учителя. От мала до велика. Даже вот... Но зато ты живешь в той сфере, и ты быстрее схватываешь, быстрее Абсолютно верно. набираешься Абсолютно и опыта, верно. и в знании. Да, каждая вывеска, каждый какой-то, да, каждая афиша, ты читаешь. Вот, и тетя, она дильбилимджи, филолог по языкам. Так тебе повезло. Да, я вообще говорю, многократно. тетя это вообще это отдельная тема. Я с ней, что касается грамматики, если какие-то вопросы, сразу к ней Потому она что постоянно... дальше сложнее, дальше терминология. Именно. Да, И вот она говорила, чтобы выучить какое-то слово, или, скажем, какую-то фразу, ее нужно увидеть 15 раз, сказать 15 раз, услышать 15 раз, записать 15 раз, и вот тогда она у тебя остается. К чему я, собственно говоря, и стремился. Одной из моих таких привычек всегда было в конце дня сидеть и записывать, как прошел мой день. На турецком. Отличная Вот. Да, то есть, привычка. Да, то есть Мераба, Бенимадым Владимир, Ермибир Яшиндаем. Даже вот сколько у меня килограммов, там, Етмиш Бир Килолуем. В общем, что запомнил в тот день, то и Абсолютно верно, остается на страничке твоего ежедневника. И вот по ходу дела вырабатывается привычка, а потом, когда ты еще начинаешь их применять в дневном разговоре, ну, это просто неимоверное удовольствие. То есть, когда ты говоришь с носителем языка, и тебя понимают, и формируется вот такое общение, ну, это просто непередаваемое удовольствие. Sonra gelecek vakit Açan Alcan söyleyeceğim Türkçe. Açan Alcan bu defteri eline de bakacağın onları okuma. Diyeceğim ne akıllıymışım, nasıl bu adımları yaparmışım zor. Ama soracağım nasıl olacak kolay. Çünkü ne kadar daha çok çalışırsın o kadar daha da kolay çalışmalarında olur. Aynen öyle, да. Vladimir, Gagavuş'a istedim değişme ama değişersin de hep kadar anlayacaksın beni. Dilçok'tan programımıza geldi uşaklar. Onlar Kazaya köyünden kolektif şenlik anlattılar bize nasıl onlar orada çocuk bayramına gittiler. Gösterdiler kendi talantlarını, kendi becermeklerini oyun tarafından. Da öyle büyük hevesle anlattılar. Siz bilirsiniz mi? Biz orada buluştuk Gagavuzya'dan Vladimir Şogalev'den. O bizi getirdi, o bizi gösterdi, o bize git olarak oldu. Ne kadar çok şükürler sana oldu. Bilir misin o programda? Bu günleri bırakmak isterdim hep getirdi aslında aklına. Да, я смотрел этот выпуск. Çünkü yabancılıkta, diyeceğim öyle yabancılıkta dil ana toprağında. Bu şarkına bir insan Gagavuzya'dan geldi. Sanki o benim iyi dostum, sanki o benim arkadaşım. Nasıl o zaman? Да, на самом деле с ребятами было очень интересно, но перед этим маленькое отступление. За вот этот опыт, который я получил на этом фестивале в Стамбуле, я думаю, я в очень большой мере благодарен Иване Ивановне Кёксал, потому что она меня нашла, она со мной созвонилась, предложила. Хочешь вот рехберлик, там несложно, то есть приезжают детки с Казаклии, ты там будешь им где-то переводить, будешь гидом показывать. Для меня это, честно, большое испытание было, потому что никогда мне еще не приходилось применять свой турецкий вот, ну, прям настолько серьезно. То есть там «Юздеюз тюркче». Ты должен... Это уже был такой первый шаг, да? Конечно, и если мы, допустим, на уроке находимся, у нас есть время подумать, а здесь ты говоришь, и люди заняты, ты должен максимально лаконично уметь себя выразить, чтобы они тебя поняли, и чтобы ты понял, что они тебе сказали. Чтобы не было постоянно «текrar söyler вот это вот постоянное дергание, чтобы его не было. Поэтому, конечно, первая моя реакция была немножко с такой опаской, потому что я не до конца был уверен, что я смогу потянуть такой большой уровень ответственности. Но в итоге, опять же, я поговорил с дядей, поговорил с тетей, и результатом нашего разговора стало то, что я все-таки согласился, я все-таки поехал, и это была лучшая неделя в моей жизни. Я познакомился с такими замечательными людьми, я вам просто передать не могу. Во-первых, наша группа гидов, они
все как братья и сестры. То есть для меня это был первый год. Там были ребята, которые занимаются уже этим по 6, по 7 лет. Даже семейная пара, которая они познакомились на этом фестивале, создали семью, и вот они каждый год приезжают. И люди знают от 4 и более языков. Представляете себе вообще масштаб? Ну, и ты знаешь 4 языка точно, да? Молдавский, уже турецкий, английский, русский. Да. Или еще какой-то. Ну, в целом, да. Турецкий пока изучаем, но, Да. тем не менее, уже Так, в копилке есть. Да, и гагаузский так чуть-чуть представим. Тюркский. Да. Но все равно вот, уровень мотивации, который я получил, то есть не 4, а 5. И люди настолько вот скооперировались, и когда какая-то проблема есть, да, можешь всегда обратиться к ним. Вот, чего только стоит. Со мной была женщина, она была гидом группы из Англии. Вот, Айше Салямлар. Вот, она мне очень помогла. И всегда там какие-то вопросы были, вот я мог всегда к ней обратиться и всегда мог получить ответ на все интересующие меня вопросы. Но возвращаемся к группе из Казахли. Ребята вели себя очень достойно. То есть, что касается дисциплины, поведения, вопросов вообще никаких не было. И я, если честно, очень гордился, что наша группа была одной, ну, если не из самых ведущих, то ее знали все. То есть они общительные. Вот они могли свободно пойти и поговорить. Они не впервые на этом фестивале Ирмич Нисан Чаджибейра. Они ежегодно на протяжении долгих лет, они едут, может, 10-15, а то и больше, вот на этот фестиваль. И, конечно, уже вырабатывается и культура к другой нации, да, культура к тому государству, где ты находишься, уважение. И, конечно же, они несут культуру Гагаузии, вносят уже в другую страну. Поэтому и слава богу, что у нас есть такая достойная, замечательная молодежь. И один такой маленький эпизодик. У нас с нами всегда ходили полицейские. У нас был полицейский, который всегда ходил с нами, Эмре. И мы как-то с ним общались, вот он говорит, скажи им это, скажи им то. А через какое-то время они уже начинают ему говорить, и он такой, onlar Türkçe bilirler. Güzel. Я ему говорю, yavaş konuşursan anlar. Анерлар. Да, то есть он говорит, Biz konuşuruz bir dilde, Türk dilinde. Ну да, говорю, потому что делимись çok yakın. Я потом уже впоследствии, когда открыл гагаузский словарь, опять же, Ивана Ивановна мне его передала, очень хороший словарь, очень прекрасная работа, я его отнес в школу, ну, где мы учили язык, показал учителям, bu Türkçe. Я говорю, evet, Türkçe. Ben de Türk'üm ama biraz hala Да, именно. То есть настолько вот культурная и языковая близость, что просто поражаешься. Разные ли мы народы или мы один народ? Один тюркский мир. Вот. Да. Поэтому, конечно, так. Но впоследствии у нас с ребятами создалась такая очень дружеская связь. Вот, и перед отъездом они, а вот ты когда будешь в Молдове, ты к нам приедешь? Я говорю, ну приеду. Ну, я обещал, да, и вот я приехал буквально сколько, 2 дня прошло, и Петя, вот он, кстати, был на интервью, Петя Кол, один из танцоров, говорит, а когда ты к нам приедешь? И, я подумал, говорю, давай вот в воскресенье, вот прямо на этой неделе. Он говорит, как хорошо, все, давай тогда мы готовим все это. Потому что, когда ты даешь обещание детям, ты должен его выполнить. Конечно, все обещания нужно выполнять, но особенно для детей. Я знаю, что для них это было важно. Поэтому мне очень было приятно с ними увидеться. Они мне провели очень прекрасную экскурсию. Я зашел к ним в Дом культуры. В кои-то веке я зашел, наверное, в Дом культуры не как танцор, просто как гость посмотреть. Потом мы пошли с ними в музей. В музее такие прекрасные экспонаты, такие отрывки из гагаузской жизни. Я просто остался, наверное, и сердцем, и впечатлен. Да, просто прекраснейший музей. И буквально перед интервью я опять просматривал фотографии, и я бы хотел поехать в Бишалму, в музей гагаузской этнографии. Обязательно поедете? Да, очень хочу, потому что, опять же, вот этот интерес к развитию культуры гагаузов мне привил дядя.
Вот у дяди есть в Фейсбуке очень классная группа, очень хорошая работа, называется «Гагауз Айденлары», где он выставляет ярких личностей гагаузской культуры. Некоторые из них Дионис Танасоглу, Мария Маруневич, Николай Бобоглу, Гавриил Гайдаржи. Можно перечислять и перечислять. То есть он, основная его работа, конечно, он прекрасно восстанавливает фотографии, и они как живые, то есть старые фотографии, но смотрятся прекрасно. Вот. И вот эти маленькие статейки, которые приходят к этим фотографиям, дают понимание, насколько великие люди были, какой был их вклад в развитие нашей культуры. Например, вот мы говорим о Дионисе Танасоглу, но его отец, Николай Танасоглу, он тоже был поэтом, был писателем, и он участвовал в редактировании и публикации первых учебников, то есть становления образования. Вот. Такая как маленькое ответвление, но опять же, благодаря дяде... Опять же, это наша история, да, и конечно, благодаря вашему конечно, и мне дяде было очень интересно углубиться, потому что познание, да. В музыке всегда мы отражаем жизнь народа. Музыка должна отражать жизнь. И если у тебя есть понимание о том, как жили эти люди, через что они прошли, каков был их путь, ты можешь отразить это в музыке. То есть все Владимир, взаимосвязано. как ты считаешь, вот, эти же встречи не случайные? Вот, насколько это, вот я сейчас тебя слушаю, ты родился в музыкальной семье, ты с рождения знаешь историю Дюзовы, то есть все это на твоих глазах, прям, на самом деле, с рождения. Вот как ты думаешь, это может быть все вот свыше, вот как это предначертано, потому что ведь все эти моменты, они отражаются вот в тебе, в твоей сути, в твоей философии, и дальше уже в твоих работах. Угу. Скажу так, что все, чего я добился на сегодняшний день, это в первую очередь из-за моей любви к музыке. То есть движущая сила моя – это музыка. Если мы возьмем с самого начала, да, мама отдала нас в румынскую школу для того, чтобы мы выучили мама язык. Татьяна Ивановна Щеголева. Да, Татьяна Ивановна Щеголева, да, Татьяна Ивановна Щеголева, здравствуйте. Да. Значит, она отдала нас в школу с преподаванием на румынском с какой целью? Мы находимся в Молдове, мы должны знать государственный язык. То есть она уже, мы не осознавая, она уже видела, что в дальнейшем, может быть, мы продолжим обучение в Кишиневе. Более того, вы продолжили обучение в Кишиневе, вернулись в Камрад, в музыкальную школу, и продолжали обучать детей на молдавском языке сольфеджио, да? Да, это правильно? именно. Случайности не случайно. Все так или иначе взаимосвязано. Впоследствии, да, вот опять же, уже 2 языка, но опять же за счет музыки. Английский. Потом, когда я искал информацию, как правило, очень много источников на английском языке. С английским, спасибо, у меня всегда все было хорошо, но, опять же, благодаря музыке я подтянул свое знание английского. Сейчас, впоследствии, чтобы продолжить свое музыкальное обучение, я должен выучить турецкий. То есть за счет музыки я познакомился с прекрасными людьми. Опять же, я поработал гидом, переводчиком, но опять же из-за того, что я музыкант. Я приехал в Турцию, чтобы учить музыку. То есть ни секунды без музыки именно, в твоей жизни не представляешь. Скажем так, еще в Камрате будучи, я познакомился с Николаем Мелентием, он тренер настольный теннис, знаю, он был у вас гостем, тоже прекрасная личность. Благодаря нему мне посчастливилось поработать в бенде, то есть в музыкальном коллективе, что тоже внесло в свой вклад в мое развитие, то есть сыграться с людьми. Но там совершенно другое направление, там совершенно не народная музыка, да? Нет, но музыка же многогранна. А как складывается? То есть это, по-моему, в стиле джаз вы работали, да? Там, на самом деле, да, есть элементы джаза, блюза, современной музыки. Вот, то есть мы всегда старались выбирать качественные произведения и, в первую очередь, играть их для людей. Потому что музыка, опять же, я повторюсь, всегда должна звучать, ее должны слышать. И не только в 4 стенах, но и в больших объемах, большие массы. Да. И я считаю, что одной из квинтэссенций нашего творчества в группе было участие вот в рок-фестивале, когда перед Домом культуры мы играли, и люди слушали.
я думаю, каждый для себя тогда что-то унес с этого концерта, и мы в первую очередь. Потому что для нас было очень важно, мы работали, мы старались, и мы хотели донести все то лучшее, что мы смогли создать. И дайте посчитать, раз, два, три, четыре, пять. И 5 человек участвуют в формировании одного единого образа, и все должны звучать как один. То есть и никто не должен пренебрегать своей ролью, то есть пытаться выйти на первый план. Мы все равны. И это применимо не только в работе с коллективом, но и в целом в жизни. Мы все равны. И все должны участвовать в формировании одного и того же образа, что потом называется культурой, наверное. Владимир, если вернуться к народной музыке, к репертуару ансамбля «Дюзова», вы пополнили его, совместная работа, да, «Гагаузская танго», которая была написана, слова и музыка были написаны гениальным, на мой взгляд, классиком Дионисом Танасоглу. Вы аранжировали эту музыку, да? Да. Вы ее подстроили под оркестр. Еще одна музыкальная композиция в оркестре. Я бы хотела, чтобы вы рассказали об этой работе. Конечно. То есть изначально Татьяна Ивановна, мама, предложила мне этот листик, который был. То есть у него это был, я думаю, что это был набросок. То есть там было пару аккордов. Для фортепиано. Да, для фортепиано с голосом. То есть стандартно. Мама говорит, вот к столетию Дениса Танасоглу, ведь, по-моему, прошлый год был проведен в его честь. И вот мы бы хотели включить пару его произведений в свой репертуар. Я говорю, давай посмотрим, что можно сделать. Вот и мы сели, она ее сыграла, потом я ее сыграл. И начали обмениваться идеями. Вот и впоследствии она говорит, давай вот возьми и вот сделай так, как ты ее видишь, так, как ты ее слышишь. Она тебя так благословила. Да, она доверила, за что я, опять же, большое спасибо. Все-таки ответственность. Конечно. Дюзова не последний коллектив в нашей республике, поэтому... Один из первых в республике, в Гагаузии самый лучший. Конечно, поэтому вручить такое задание для меня, конечно, большая честь была. И я постарался включить туда все то лучшее, что я мог. И даже, я вам скажу, я настолько заслушал это произведение, что партии кларнета в этом произведении мне пришли во сне. И я потом просто утром встал и записал их. Вот настолько я погрузился, конечно, в работу, потому что, думаю, это осознание того уровня и той ответственности, которая пала на мои плечи. Вот. Но я считаю, что получилось хорошо. Я думаю, что все те, кто слушали это произведение, могут дать оценку. Мне понравилось. Я старался передать образ, который мне пришел. Я уверен, что, аранжируя бы это произведение другой человек, может быть, получилось бы по-другому. Подходы всегда разные. Вот. Но, опять же, я думаю, что получилось хорошо. Получилось. Да. Я предлагаю вместе с телезрителями посмотреть это, послушать это произведение в исполнении Ивана Бабова. Давайте посмотрим. Конечно. Gördüm gene seni, ay yıldız mı bir gelin, rüzgarın ırak üzgün, bakışlar baygın.
Niçin sevmedin narsiz? Garsayıp cana cana gelmedin bana bana. Olmasana sen bir düş, olsana daim bir kuş. Daldan dala hep uçsan, türkünü çalsan. Niçin malik kız? Niçin sevmedin arsız? Darsayıp cana cana gelmedin bana bana. Niçin malik kız? Niçin sevmedin narsiz? Darsayıp cana cana gelmedin bana bana. Olsana ya bir gerçek, yüreğimde açık çiçek. Bakayım da satsana, benim olsana. Niçin malik kız?
Прекрасная музыкальная композиция. Я поздравляю вас и поздравляю весь коллектив, потому что пополнен репертуар. И это, по-моему, единственная танго на гагаузском языке. Ну, И будем надеяться, не последний. Будем надеяться, не последнее, да. Я, на самом деле, довольно часто бываю на концертах. Ну, невозможно пропустить замечательное выступление наших талантливейших артистов, окунуться в этот прекрасный репертуар. И, конечно же, невозможно не отметить эти шедевры постановки, которые создал маэстро Гермек. У вас и там получается на высшем уровне в качестве артиста балета. Причем этот талант отмечал и Константин Гермек, который пытался вас направить и в этом направлении развиваться, и, может быть, пополнить тоже, да, копилку новыми танцами, новыми композициями. Но вы немножко выбрали другое направление, но я думаю, что все-таки эти наставления у вас останутся в ваших еще идеях и продолжении вашем творческом. Несомненно. Что касается взаимодействия с Константином Афанасьевичем Гермек, это, конечно, необъятный мир, это отдельная страница моей жизни. Да, без этого, без слез, мне кажется, Да. об этом человеке невозможно говорить, потому что он на самом деле, то, что сделал он... Ну, конечно, его метод работы, его учение, оно будет жить вечно. И пока живы мы, его ученики, я уверен, что его учение не пропадет. Мне очень жаль, конечно, что нам с ним довелось провести столь короткий промежуток времени, но я считаю, что то время, которое он нам уделил, это, конечно, бесценный вклад, в первую очередь, в развитие культуры нашего народа, с поднятием уровня постановок, то, о чем вы сказали, то есть это уже не сравнивается ни с чем, что мы танцевали до этого. Поэтому Константину Афанасьевичу просто низкий поклон, Царство Небесное, вечная память. Я не могу передать степень, в которой я рад, что нам посчастливилось с ним познакомиться и поработать, потому что я думаю, все из нас проходят такой путь, когда на определенном этапе ты как будто останавливаешься в развитии, и нужно уже как бы двигаться дальше, а вот как будто своеобразный потолок уже был достигнут. И вот когда Константин Афанасьевич пришел в коллектив, мы не только превзошли этот потолок, мы его проломали и просто подняли до немыслимого уровня, я считаю. И его, так скажем, рабочая этика, то, как он проводил репетиции, то, как он объяснял, ну, это просто жемчужина. Жемчужина, которую нужно хранить, нужно ценить. Я поражаюсь, в первую очередь, в рабочее время заканчивались все связи дружеские, вот больше не было такого. То есть мы все на сцене, мы танцоры. И он нас всех видит как танцоров. То есть я уже для него не Вова, я для него артист балета. Да, мы после репетиции можем посидеть, хорошо пообщаться, посмеяться, все. Но на репетициях это все заканчивается. И вот не вмешивать в рабочие отношения, личные отношения, я считаю, ну, это одно из основ профессионализма в любой отрасли, в любой профессии. В том числе и в преподавании. То есть когда для тебя ученик – это ученик. Есть отношение ученик-учитель. И есть вот эта субординация и расстояние, которое должно сохраняться. Ой. Это что касается личной части. А если мы поговорим о том, какой опыт был, во-первых, в становлении нас как профессиональных танцоров, ведь он всегда нас называл профессионалами. Хотя, конечно, я думаю, все из нас понимают, что профессионал – это постоянная работа. Ты не можешь просто в один день взять и стать профессионалом.
Ты не можешь себе дать эту оценку. Эту оценку тебе дают зрители, которые тебя смотрят. То есть по уровню аплодисментов, по уровню оваций. И при Константине Афанасьевиче мы ко всем танцам практически добавляли бис. Настолько люди не хотели нас отпускать со сцены. Это да. И с его слов он рассказывал, я очень боюсь ошибиться, сколько раз он выходил, но, по-моему, раза 3. Он выходил на бис, то есть в свои времена, проведенные им на сцене. Это немыслимый уровень. И мне очень хочется, чтобы каждый танец, который танцует танцевальный состав песни «Танца Дюзова», сопровождался бурей эмоций, и чтобы танцоры выходили и по 10 раз на бис. Настолько достучаться до души зрителя и настолько дать ему перенять вот то, что мы пытаемся им отдать. То есть он всегда говорил, вы солнце. И все внимание, вы ни на секунду не должны потерять зрителя. Зритель должен за вами вот так вот. Вы ушли туда, и он туда пошел. Именно так. Вы сюда, и он туда пошел. Вы подпрыгнули, и он аж прямо как будто хочет встать. Вот настолько относиться к постановке. Именно эта энергетика и присутствует в Да, отдавать себя коллективе. полностью тому делу, что ты делаешь. Не только, опять же, не только что касается танца, во всем. Полностью самоотдача должна быть. Когда ты полностью себя отдаешь этому, я думаю, что люди это подмечают. И тем более знатоки, ценители, они уж точно знают, когда коллектив полностью себя отдает. И мы выступали несколько раз в Палату Национал в Кишиневе. И тогда, фурор просто. Я помню этот концерт. Там очень много всего было, и закулисные моменты, и на сцене. Но то, как нас приняли, для меня это просто была кульминация. То есть вот мы поехали в столицу нашей республики и просто завоевали там все. Мы оттуда уезжали, конечно, будет слишком драматично сказать, что за нами бежали за нашим автобусом, но, опять же, та связь, которая сформировалась у коллектива со зрителями, это дорогого стоит. И я очень хочу, чтобы это продолжалось, и чтобы в каждый раз, когда мы выходили на сцену, чтобы зритель сидел и вот это Константин Гермек, это его постановка. Да, он с нами до сих пор, то есть он всего себя посвятил культуре, музыке, танцам и очень скромно ушел. Да, как и все великие. Но оставил грандиозный, великий след в истории культуры гагаузов. Одна из последних его работ, постановок, это «Кызойну». Что раньше создалось? Музыкальная музыка, которую вы написали, или постановка? Я знаю, что вот такая была совместная работа, замечательная. Всегда все начинается с идеи в первую очередь. То есть, если обратить внимание на все постановки танцевальные, которые у нас есть, как правило, на сцене всегда присутствует как мужская часть, так и женская. То есть совместный танец идет. Константин Афанасьевич после развития нашего технического уровня в плане танцевального искусства сказал, говорит, у нас должны быть несколько лирических постановок. То есть это должно быть женский танец, и это должен быть танец, где только мужчина, то есть героика. Что касается героики, конечно, к сожалению, не довелось нам посмотреть и станцевать героику в видении Константина Афанасьевича, но зато посчастливилось сполна и до сих пор наслаждаться девичьим танцем. То есть вначале была идея, мысль о том, что вот нужно. Поэтому сначала просто создался набросок. Я даже помню, первая мелодия, под которую девочки начали танцевать этот танец, была «Саша». Вот. Если вы помните, в Дюзове тоже есть исполнение на 4 голоса. Народная песня. Именно, да. Мы сначала девочки танцевали под Сашу, но, опять же, эта песня не совсем подходила под то, что видел Константин Афанасьевич. То есть она не вписывалась в тот образ, который он видел. Отсюда появилась нужда в музыке специально для этого танца. Вот. И опять же, по просьбе Татьяны Ивановны Щеголевой,
И по, Да, и по благословению. Да, и по Я благословению, уверена. конечно, да. Потому Было... что мама уже знает, ну, мама и руководитель уже знает и способности, и знает, наверное, подход, естественно, знает подход к каждому музыканту, но к своему сыну однозначно, поэтому знает твои струночки Да. души, она их и, наверное, настроила. Это в первую очередь одна из тех составляющих, когда мама, ну, родители верят в тебя больше, чем ты сам в какой-то степени. То есть, когда дело доходит до такой вещи, как композиция, я считаю, что я еще не достиг такого уровня, когда я могу сказать, что вот дайте мне тему, просто я вам напишу. То есть нет. Еще очень много есть к чему стремиться, очень много должно быть проделано работы. Но я думаю, что мама полностью осознавала тот факт, что дай она мне это задание, я с ним справлюсь. То есть зачастую в жизни мы никогда не получаем таких испытаний, с которыми мы бы не могли справиться. Нам просто немножко не хватает уверенности. Поэтому посредством общения, как вы и сказали, вот эти вот тоненькие ниточки, которые каждый родитель знает, сподвигло попробовать. За основу, конечно, если послушать музыку, за основу взят ритмический мотив из Саши, то есть и размер подходящий, и движение мелодии в какой-то степени тоже подходит. Даже гармоническая вот эта вот смена тональности, которая там присутствует, была взята из Саши. Вот. Но мелодия, скажем так, авторская. То есть мелодию сочинил я, гармонический план тоже изменился. В дальнейшем, конечно, с помощью мамы мы довели мелодию до ума, и началась обработка. То есть аранжировка под оркестр. То же самое, что, кстати, было проделано с танго «Нечин-нечин». И впоследствии вот это вылилось вот в такую прекрасную музыку, и я считаю, что еще в более прекрасную постановку. И здесь, я думаю, стоит сказать, что я рад немыслимо, что мне довелось внести вклад в эту постановку и, скажем так, слиться с тем образом, который Константин Афанасьевич задумал в этом танце. И я думаю, результат более чем потрясающий.
Я хотела вот еще такой вопрос задать вам. Каким вы видите дальнейшее развитие музыкальной культуры Гагаузии? Может быть, после обучения в Анкаре, да, то есть, может быть, и что вы еще можете, что вы еще внесете или хотите внести в развитие культуры Гагаузии, обучаясь в таком высоком заведении? Ну, на данном этапе я считаю, что еще рано говорить, что конкретно я могу принести в нашу культуру. Но хочу сказать, что то, что делается на сегодняшний день, это уже очень большой шаг вперед. И мне бы было очень приятно в дальнейшем поддержать это развитие, помочь маме в какой-то степени, да, продолжить ее работу было бы, я думаю, прекрасной целью. Конечно, мы хоть и маленький народ, но наша культура очень богата, поэтому прикоснуться, а еще и помочь ей развиться, это великая честь, я думаю, была бы для каждого деятеля искусства. То есть не только для музыканта, для танцора, для художника, для поэта. То есть тот, кто может отразить жизнь народа, еще это, если это срезонирует с тем, что у народа в душе, я считаю, что тогда наша цель, наш смысл как деятеля искусства будет более чем преисполнен. Обязательно. Владимир, считаете ли вы, что рождение ребенка в семье музыкантов определяет его дальнейшую судьбу быть в мире музыки? То есть вы являетесь продолжателем, поэтому насколько вы считаете, что вот так все сложилось? Из личного опыта могу сказать, что да, это в какой-то степени определяет дальнейший вектор развития ребенка. Хочу сказать, что это очень хорошая перспектива. Потому что даже если ребенок впоследствии не становится профессиональным музыкантом, ведь так и происходит зачастую. Некоторые дети... не в твоем случае. Исключения, конечно, да. Исключения бывают, но зачастую. В большей своей части. То есть дети заканчивают музыкальную школу и в дальнейшем не продолжают. Потому что музыкальная школа не ставит своей целью формирование профессиональных музыкантов. Для этого есть колледжи, для этого есть консерватории. Но та база, что дает музыкальная школа, в дальнейшем, во-первых, развивает в ребенке вот эту строгость личности. Потому что классическая музыка, мне очень понравилось выражение одного музыканта, то есть развивает строгость, вот эта дисциплина, которая приходит с прослушиванием, с проигрыванием, исполнением классической музыки. И ты можешь не быть профессиональным музыкантом, но я думаю, что благодаря музыке ты можешь быть как минимум хорошим человеком, а это уже очень большое достижение. В дальнейшем, кто избирает путь музыканта как основной, ну, конечно, путь непростой. У любого деятеля искусства путь непростой, потому что ты вроде хочешь и выразить себя, ты хочешь передать свои чувства народу, в первую очередь, чтобы тебе нравилось. Если мы говорим за музыку, очень хорошее есть выражение, что музыка всегда для слушателя, но первый слушатель – это исполнитель. Поэтому, если тебе нравится то, что ты извлекаешь из инструмента, ну, будь уверен, хотя бы на микрон, что это срезонирует с кем-то. А если это уже срезонировало, твоя миссия как музыканта выполнена. Твоя миссия как художника выполнена, если зритель оценил твой портрет, твою работу художественную. Не будем вдаваться в терминологию. Вот поэтому путь непростой, но результат того стоит. Я тебе желаю только замечательных результатов, чтобы твой путь был тернист, открыт, чтобы были такие замечательные люди, как ты сказала, твой дядя и так далее, много друзей, знакомых, конечно, родители, которые всегда тебя во всем поддерживают. Уверена, ты будешь нас радовать своим творчеством, своим талантом, будешь радовать нас тем, что ты вернешься на свою родину, и у тебя будут много достойных учеников, уверена, и культура Гагаузии будет на высшем уровне вот с такой замечательной, талантливой молодежью. Спасибо большое, дай Бог. Спасибо. Шүкір ederim. Bu sabah vakitinde bizimle birlikte başladın Vladimir. Bekleriz daha seni bizde stüdyamızda. Bekleriz yeni haberleri senden.
yeni başarıları, güzel başarıları. Sağ olasın sevgili seyirciler. Bu sabah vakitini geçirdik talantlı bir müzikantla, oyuncu, Düzeva Türkiye Oyun Ansamblesi'nden Vladimir Şogorev bize bugün geldi. Sağ olasın Vladimir. Sağ ol. Gününüzü Teşekkür ederim. güzel geçiresiniz.